Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я представляю вам свою персональную выставку под названием «Знакомая синяя птица» в этом замечательном пространстве космос. Вы знаете, каждый раз делая выставки, я теперь понимаю, вот именно в этом зале я поняла, что художник теперь не просто презентирует свои выставки на стенах какого-то помещения, да, а теперь я понимаю, что само пространство может влиять на восприятие самого художника, на свои работы. Вот очень интересный такой феномен случился именно в этом пространстве, культурном центре Гагарина, города Якутска, новый замечательный центр. И он связан с космосом, он связан с каким-то новым пространством. Я еще раз повторюсь. Вот. Знакомая синяя птица – это ощущение человека, когда любой человек, наверное, да, каждый человек на этой планете когда-либо чувствовал чувство счастья. Вот. Я имею в виду даже те, которые, может быть, и чувствуют себя сейчас, в данный момент, не очень хорошо. Может, кто-то болеет, может, кто-то страдает, но все равно у человека есть это в памяти. И я призываю своей выставкой о том, чтобы... Почему такое название у нас знакомое? Да? Потому что это знакомое чувство. И, может быть, не обязательно какой-то прямо сумасшедшего счастья, да, какого-то полномасштабного, а просто, может быть, чувство радости, чувство какого-то, ну, я не знаю, удовлетворения жизнью, какого-то момента. Вот. И интересно то, что до пандемии я собиралась делать именно эту выставку, связанную с дорогой, да, с поездками там, за границу, там, по каким-то местам памятным для меня. Да. И тогда мы все, да, все наше общество воспринимало жизнь по-другому. Сейчас, конечно, все стало более обостренным. Если раньше у нас было такое понятие, ну, всем известное, отложенная жизнь, мы всегда сидели в ожидании, когда же наступит момент, когда мы куда-то поедем, да, мы там планировали что-то, да, и могли куда-то поехать и испытать там, ну, наконец-то, долгожданное чувство удовольствия и счастья, ну, какой-то радости, да, и вот мы откладывали там всю зиму, мы готовились, там, собирали деньги, и, наконец, в отпуск мы двигались в путь, вот. Но а как же наша прекрасная зима, как же наш вот этот отрезок жизни? Вот, вот именно сейчас мне вот эти мысли, вот эти идеи пришли, что ну почему жизнь же, она такая разнообразная, и счастье находится рядом с нами, с нашей семьей, родными. Я вроде говорю такие обыкновенные слова, очевидные, да, но вот именно на этой выставке мы можем увидеть уже работы как бы, ну, как бы мои личностные, да, то есть это, ну, скажем, какие-то абстрактные картины, какие-то пейзажи, какие-то, ну, натюрморты, можно сказать, да, и это ощущение такой моей реальности, да, что теперь у меня не было такого спортивного интереса выставить здесь там знаете, круг путешественников, да, там, где я была, там, да. Уже вот такой задачи для меня не было. И вот одна из моих работ, которая называется, ну, одноименная «Знакомая синяя птица», она сделана именно после поездки в Чехию, ну, вообще по Европе, скажем, да. И там была масса впечатлений, интересных встреч, различных там каких-то открытий для меня, да, культурных. Вот.
И действительно, это было сплошное удовольствие. Сейчас я, конечно, вряд ли могу уже точно запланировать себе какие-то поездки, которые я бы хотела сделать, но теперь я уже обращаю внимание на свой ближний круг, на то, что я хотела бы путешествовать уже по Якутии, да, поехать на пленэр, там, в какие-то ближайшие районы, да, и понимаю, что каждая минута очень ценна для меня. Вот. И еще раз о пространстве зала «Космос». Да? Вот у меня мною сделана роспись, совершенно неожиданно для меня, потому что мне был предоставлен белый зал, который я уже должна была оформить, ну, как свою собственную работу. И появилась идея создать монументальную роспись на вот этой большой стене, которая стала таким акцентом для моей выставки. Здесь я использовала как бы вот это пространство как целый лист, да, как бы пятновой, большое темное пятно, на котором использовалась белая графика. Ну вот стены у нас белые, обновленный зал. И мне было самой очень интересно, потому что это как бы в моем характере, что начинать с какого-то чистого листа и даже не иметь какого-то четкого плана. То есть мое искусство больше такое ассоциативное и такое немножко экспрессивное, я бы сказала, да. То есть у меня не было там какого-то четкого эскиза, да. Я очень долго мучилась, думала, ну как же мне сделать это, каким это образом. Ну, вот сам зал мне подсказал, я расставила свои работы и по пятнам разложила вот именно какие-то акценты, где-то красный, где-то синий. И вот, наконец, сама стена стала со мной разговаривать. Да, вот. Там такой, скажем, супрематизм, якутский супрематизм, я таким образом его определяю. Это геометрические формы, там какие-то прямоугольники, круги, квадраты, которые создают такой вот, такой свой космос, да, который я представила на этой работе. Вот. И вот эти мотивы очень часто используются в моих работах, потому что я очень люблю конструировать работы. Вот если вы будете смотреть мои абстрактные картины, то все мои работы кажутся немножко такими, раздробленными. Да? В самом деле это такая конструкция, которую я выстраиваю. Они визуально напоминают, может быть, какие-то мотивы, ритмы, каких-то пейзажей, может быть, каких-то элементов, допустим, моей старой дачи, которая там покосившаяся, да, но я не рисую как бы реализм, но я только на нем основываюсь, да, как бы в конструкции своей. Вот. И вот с помощью вот этих каких-то вертикалей, горизонталей они как бы выстраиваются у меня. Также я очень люблю цвет. Вот вы тоже посмотрите на моих работах именно цветовые сложные какие-то построения. И иногда выходят какие-то уже визуальные работы, которые, можно понять там, вот там пейзаж, вот озеро, вот какой-то натюрморт. Но у меня нету, вот еще раз, задачи делать что-то конкретное. Для меня важно ощущение какого-то впечатления, да, какой-то эмоции. Например, вот на работе Еланка, там вот вы увидите, он более такой реалистичный этюд, кажется, но он
как бы переформатирован в мою уже как бы в синтезе такой с абстрактной композицией. То есть, ну, такую подсказку вам даю, если вы посмотрите вот эту работу Иланка, она вроде сделана почти с натуры, потому что там много вот этих ритмов, там, горизонтальных, да, вот, и с вертикальными там какими-то столбами, заборчиками. И они постепенно у меня иногда повторяются в других работах. Есть также работа у меня прошлых лет. Вот моя серия, тоже такая полуабстрактная, композиции, которые тоже выхвачены как бы из моей жизни, да? Как бы моих любимых мотивов. Колесо, которое я часто использую, мне многие друзья, искусствоведы говорят, что я часто использую этот мотив, колесо такое с крестиком, да, это чисто архаический такой знак, тюркский, да, во всех культурах известный, и он к тому же еще и ну, такой солярный знак солнца, да, тенгрианства. И он у меня вот со временем как бы укрепился в моих работах, и вы его часто можете встречать в моих работах. Для меня это символ движения, да, символ какого-то космоса, который охватывает нас всех и заставляет нас двигаться вперед и как бы помогает нам меняться. Я еще раз хочу вернуться к нашей росписи, где тоже присутствует этот знак, такой кругом, можно сказать, такой постоянно меня сопровождающий, да? Вот. Потому как здесь использованы именно геометрические формообразования, да? И круг, конечно же, он как бы помогает воспринимать именно вот эти горизонтальные, вертикальные линии, в контраст, скажем, да. Также есть, уже мои, скажем, работы, которые, программные, да, например, «Хозяйка», красная работа единственная, да, она, как бы символ, уже такой знаковый образ якутской женщины, которая олицетворяет именно не просто там домашний очаг, а вообще всю нашу культуру, да, тюркскую. Взбивание кумыса – это тоже такой очень устойчивый образ именно тюркской культуры, когда почему хозяйка? Мне вот часто даже спрашивают, а почему ты ее нарисовала одну, да? Почему бы нет у тебя каких-то таких сюжетов там? Потому что женский образ, который взбивает кумыс, он олицетворяет вообще в целом всю культуру, да? Красный цвет, он символизирует именно тюркскую культуру. Именно красный цвет с черным. Вот. И здесь также есть работы, связанные именно с женским восприятием. Да. Я хотела бы еще раз поблагодарить вот этот культурный центр имени Гагарина, что мне дали такую прекрасную возможность создать такую выставку, которая подняла меня на другой уровень, совершенно на другой уровень. Мне было очень интересно работать именно с пространством в этот раз. Спасибо.